Это теперь уже знаменитый пляж Кама в поселке Красный Ключ. Купались здесь всегда, но настолько современным и безопасным он стал 3 года назад, после апгрейда. Теперь здесь есть и душ, и все условия для людей с ограниченными возможностями. За это лето здесь одна трагедия. Гости приехали мы первый раз. Нам очень сильно понравилось. Здесь настолько круто, невероятно, удобно, приятно, комфортно, очень безопасно. Вот, вышка и присматривают за нами. Таких образцово-показательных и официально открытых пляжей в Нижнекамском районе всего 2. Второй в Камских полянах. Ежедневно здесь дежурят спасатели. Есть все средства, чтобы в считанные минуты прийти на помощь. Мы осуществляем охрану общественного порядка и общественной безопасности граждан, чтобы они не лезли в алкогольном опьянении в воду. Детей не оставляли их без присмотра. Это городской пляж Альметьевска. Единственный во всем районе, где официально можно купаться. По выходным в особо жаркие дни здесь с трудом можно найти местечко под солнцем. За лето здесь никто не утонул. Да, не хватает, побольше надо расширять. Нужны водоемы, нужны. Вот это вот озеро нам вообще выручает. Я не знаю, вот я пенсионерка, я без озера жить не могу. Можно увеличить площадь, чтобы больше народу могли отдыхать. В поисках комфорта любители загорать и купаться зачастую идут на другой, необорудованный берег озера. А это небезопасно. В начале июля здесь утонула девочка. Она прыгнула в воду со смотровой площадки. В тот раз мы пришли, вообще негде было прям лечь. Очень народу много, очень. Друг на дружке все кишмя кишат. Да. И люди вынуждены идти вот по ту сторону? Ну да, конечно. Там тоже загорают в основном. Ну, эти дети уж подростки, они купаться лезут туда, да. Жители Альметьевска давно мечтают, чтобы появился еще один комфортабельный и безопасный пляж. Но организовать его не так просто. Создать эти дополнительные места под зону отдыха – это дорогостоящее мероприятие. Город вот создал, задекларировал городской пляж. Но чтобы создать дополнительно, надо иметь водоем, где береговая линия и все условия соответствуют для купания безопасного. Это условие надо создать. На сегодняшний день вот мы Кичичатово планируем, но Кичичатово она идет как федеральная, поэтому частные лица его в аренду или как-то взять не могут. Возникают определенные юридические проблемы. С подобными юридическими и финансовыми проблемами сталкиваются практически все районы. Поэтому пляжей, которые соответствуют всем требованиям, в республике не хватает. На 43 района 48, из них 5 в Казани. По нормативам на одного купающегося в проточной воде должно быть не меньше 5 квадратных метров. В непроточной еще больше. На суше на одного человека должно приходиться не меньше 2 квадратов пляжа. Но самое главное, дно должно быть относительно пологим, без тины, засасывающих мест и не только. Создать питьевые фонтанчики, кабины для переодевания, туалеты, зону, так скажем, для отдыха, для детей, для взрослых. Все это должно быть создано. Но и при этом самое главное, еще надо оборудовать спасательный пост. Вот это уже как бы в программу она идет. И оснастить его средствами спасения на воде. Это сегодня тоже стоит определенных денег. Таких официально разрешенных и безопасных мест для купания сегодня нет в Балтасинском, Азнакаевском, Аксубаевском, Арском и Актанышском районах. Зато в каждом с начала купального сезона уже есть утонувшие. Оборудованных мест не имеется. Но в настоящее время идет строительство пляжа. Оно на следующий год будет уже сдано. В связи с этим на следующий год еще заявились по программе очистка озер еще очищением данных вод на федеральную программу оздоровления Волги. И по другой программе, по благоустройству, еще строится пляж. Безопасных и оборудованных пляжей сегодня не хватает и в столице. Как нам сообщили в Казанской мэрии, с этим тоже есть проблема. Возможности для организации новых пляжей в настоящее время ограничены. Например, у исполкома нет своей службы спасателей. В 2018 году из состава управления гражданской защиты был расформирован поисково-спасательный отряд и передан в МЧС республики. Проблему нехватки безопасных и оборудованных мест для купания на последнем совещании в Доме правительства обозначил президент Татарстана. Он дал указание муниципалитетам найти возможность и организовать новые пляжи, чтобы татарстанцы не купались в несанкционированных местах. По статистике, там чаще всего и происходят трагедии. Всего же с начала купального сезона в Татарстане утонули уже 43 человека, 7 из них – дети. Юлия Гоголева, Филюза Хамидуллина, Гульнара Миниханова, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.